поговорим по всему комплексу социально-экономических вопросов республики складывающихся. Но давайте начнем с одного из чувствительных вопросов для республики с водоснабжением. Уважаемый Владимир Владимирович, в целом по социально-экономическим показателям по итогам текущего года у нас динамика. Но так как вы сказали, это чувствительное направление не только для республики, для страны в целом. В вашем майском указе это четко прописано. Я поговорил с Министерством строительства по этим вопросам. Там разрабатывается отдельная программа по водообеспечению, в том числе в рамках майского указа. Уже где-то 3 года назад разработали очень хороший проект. И просил бы поддержать и Министерство строительства в этом плане, ну и Республики Ингушетия. Я письмо написал по водообеспечению населения республики, потому что это крайне болезненная тема. Да, мы 3-4 года назад сняли проблемы, но сегодня есть ряд населенных пунктов, докуда, во-первых, сети изношены, во-вторых, добыча воды, если раньше глубина скважин была одна, то сегодня уже совершенно другие глубины, потому что вода тоже там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект, уважаемый Владимир. Второй вопрос, уважаемый Владимир. В целом, сегодня чемпионат мира по футболу. Просил бы от молодежи республики, от спортсменов республики. Сегодня единственный субъект, где нету своего стадиона. Мы уже с вами об этом вопросе говорили. Мы не просим там 30-тысячник, 15-тысячник стадион. Я уже с Виталием Леонидовичем Мутко это проговаривал. Поддержать на этом проекте. Сегодня чемпионат мира, национальный, народный, всенародный праздник в стране. Все ликуем. И вот подарок такой от вас лично для республики. Если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Леонидовичу. Мы бы тогда совместно доложили бы от исполнения этого поручения. Поддержите нас, пожалуйста. Пусть проработает. И еще, Жан Владимирович, у меня третий вопрос. У нас сад-гигант Ингушетии. Он самый крупный в Европе сегодня, на одном месте 1100 гектаров. Мы с Минсельхозе проговорили, с вице-премьером проговорили эти вопросы. И хотели бы осенью сделать там такое хорошее выездное. Мы, во-первых, уже согласовались с комитетом Совет Федерации, выездное заседание совещания. И хотели бы на базе сада гиганта Ингушетии по садоводству организовать, провести всероссийское совещание. На базе сада гигант, это самое крупное хранилище, 64 тонн хранения. Свой питомник по саженцам, мы уже 2 года уже за границей не закупаем саженцы. И в момент проведения совещания закладываем капсулу под строительство сокового завода и детского питания завода. И в перспективе завод по пектину, потому что мы сегодня 90% импортозависимы от пектина. Если мы этот завод поставим, это уже совместно с итальянцами проект, мы будем 40% обеспечивать. Плюс буквально у меня 18-19 в республике работает министр экономики Индии. Мы совместно с индусами закладываем завод по сборке оборудования офтальмологии и глазных капель. Это индусы, они первые в мире на этом направлении стоят, и вот такой проект тоже. Мы тоже готовы именно осенью этот завод тоже заложить. То есть хорошие такие проекты, поэтому если будет ваше решение, то мы бы проработали вопрос. Хорошо.